Эфир телеканала БСТ продолжает программа «Интервью». Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о программах для формирования управленческих компетенций. И гость в студии Людмила Васильева, проректор по образовательной и научной деятельности мастерской управления «Сенеж». Здравствуйте! Людмила Анатольевна, спасибо большое, что вы к нам пришли. Вот сразу давайте начнем знакомство. Что же это такое мастерское управление «Сенеж», президентская платформа «Россия – страна возможностей»? Это вот, как я понимаю, это круглогодичный образовательный центр. Кого вы там обучаете, как долго там можно жить и так далее? Да, совершенно верно. Мастерское управление «Сенеж» – это образовательный центр президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мы работаем с 2019 года, и президентская платформа, и образовательный центр созданы по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Кого мы учим? Я бы сказала, здесь несколько целевых аудиторий, и все для нас, безусловно, важны в одинаковой мере. Это и победители, и финалисты конкурсов президентской платформы. Корневой такой, один из самых известных конкурсов – это «Лидеры России». В этом году завершился сейчас вот уже шестой этап, шестой сезон данного конкурса, уже «Лидеры России» команда. Так вот, победители обучаются и встречаются именно в мастерское управление «Сенеж». Также есть целая серия конкурсов и проектов президентской платформы, участники и победители, которые также обучаются у нас. Ну, например, победители проекта «Топ-блог», блогеры, которые рассказывают о своем направлении в разных отраслях. Вот, например, в этом году у нас уже второй сезон программы, который называется «Министерство контента». Мы обучаем блогеров вместе с представителями пресс-служб разных министерств. Еще одна большая целевая аудитория – это молодежный актив, те молодые лидеры, ребята, активисты, представители конкурсов и проектов Федерального агентства по делам молодежи, Росмолодежи, которые также приезжают к нам учиться. В частности, мастерское управление «Сенеж» ежегодно принимает форум «Территории смыслов». Вот недавно закончилась третья смена этого форума уже в этом году. То есть очень разная и, вы знаете, интересная целевая аудитория, для которой для нас честь и гордость сделать образовательную программу. И действительно мы работаем круглый год. Какие вызовы вообще стоят перед мастерское управление? Насколько многогранен проект? Вы, конечно, часть уже рассказали, но все-таки хочется еще поподробнее. Знаете, вызовы в том, чтобы постоянно отвечать на запросы нашей целевой аудитории, наших заказчиков и тех участников, которые к нам приезжают, и давать им знания, навыки, но и вот то самое сообщество, ту единую команду, в которой они сплачиваются, когда приезжают к нам. Мастерское управление «Сенеж» – это еще и с недавних пор экспертно-методический центр по формированию команд. Это одна из наших вот таких характеристик, что мы, казалось бы, разных людей, которые приехали к нам иногда на несколько дней, мы их объединяем в такое сообщество, и они уже после завершения программы продолжают общаться, помогать друг другу. Вы знаете, иногда решать вопросы по звонку, минуя какие-то сложные нормативные препоны. Ой, как это здорово. Если заглядывать в будущее, вот как «Сенеж» может помочь изменить страну, вообще сформирует ли новое поколение управленцев? Вообще оно другое? Вы знаете, я бы ответила так, что само время, те вызовы, которые ставятся с самим окружением, самой ситуацией в стране и в мире, уже формируют новое поколение лидеров. Невозможно в одиночку добиваться результатов, и поэтому мы говорим о том, что в наших программах мы помимо отраслевой экспертизы, управленческой экспертизы, говорим с нашими участниками о том, что современный лидер должен уметь формировать команду и при этом не только ее создавать, но и удерживать таланты, потому что те люди, которые уже встроились, те, которые обладают экспертизой, именно они уже подращивают тех, кто сменит их, в хорошем смысле сменит. Это преемственность. Мы говорим о том, что руководителям сегодня важно не бояться и не бороться с вызовами, а принимать их и отвечать на них. То есть это, будь ли это изменение технологических, экономических условий, или это изменение с точки зрения политики, или это новые вызовы, например, с точки зрения технологического лидерства. То есть я бы сказала, что мы, помимо того, что мы сплачиваем людей, учим работать с командами, мы помогаем работать в ситуации неопределенности и принимать быстрые, качественные решения в ситуации неопределенности. А вот какими качествами должны обладать современные управленцы? Вот вы сейчас говорили, что да, нужно быстро реагировать на вызовы. Еще какие-то выделите, может быть, качества? Да, вы знаете, одна из ключевых компетенций, как мы видим, это критическое мышление. В ситуации агрессивной информационной среды, часто даже белого шума, а тем более сейчас с появлением искусственного интеллекта, это, знаете, не только критическое мышление, в каком-то смысле это критическое игнорирование некачественной информации. Это умение определять те источники, с которыми руководитель
руководитель работает, и быть квалифицированным заказчиком как для внешних партнеров, так и в том числе для своих сотрудников. Давайте поговорим о том, как вы прибыли сейчас в Уфу, вообще как часто удается побывать в республике, и удивило ли вас то, что республика стала площадкой второго модуля? Вы знаете, не удивило. Раскрою тайну. Мы с нашими партнерами от ЦНИУИС, это исследовательский центр Министерства здравоохранения Российской Федерации, понимали уже на этапе проектирования программы, что одним из региональных модулей обязательно будет Башкортостан, потому что регион, республика находится в числе лидеров, которые внедряют новые практики именно в сфере здравоохранения и народосбережения. То есть мы это знали. Знаете, что удивило, даже не удивило, впечатлило сразу. Ну, во-первых, очень красивые люди. Доброжелательные. Как нас встретили, как встретили наших участников. Вы понимаете, из-за проблем с логистикой кто-то ехал позже, кто-то опасался, что он вовремя не успеет на программу. Вот ощущение, приехали как домой, нам комфортно и понятно, как здесь работать, и это очень приятно. И вот уже первый день показывает, что действительно те практики, те наработанные опыты, которые есть в республике, будут невероятно полезны нашим участникам. В чем главная миссия программы «Лидерство в медицине»? Не секрет, что вот социальная сфера в целом, и здравоохранение, и там, образование, и, в принципе, социальная сфера, это, знаете, то, что касается каждого человека с момента его рождения и всю жизнь. И люди, которые принимают на себя ответственность, а мы учим именно руководителей, вот данный поток, мы учим именно руководителей разного уровня, которые уже взяли на себя ответственность, уже несут вот этот вот, в том числе, публичный фон, представляя свою отрасль. Мы говорим с ними о том, чтобы уметь предвидеть какие-то риски, уметь работать совместно друг с другом, уметь выстраивать такую стратегию, которая будет оправдана и через 5, и через 10 лет. Ну, то есть, возвращаясь к моему тезису, мы готовим их к тому, чтобы работать еще в большей ситуации неопределенности, но при этом оставаться уверенными в своих решениях как управленцы. А вот уже так... У вас ведь опыт уже наработан, как вы считаете, это лидерство, оно врожденное или приобретенное, или его можно как мышцу натренировать? Вы знаете, я бы сказала, что здесь можно принять решение. Мы же говорим о том, что человек каждый определяет. Я вот хочу быть экспертом, например, глубоким профессиональным и заниматься прикладной экспертизой. Либо я готов управлять людьми, брать на себя риски, брать на себя ответственность. Наверное, это вопрос не выращиваемой компетенции, а вопрос готовности человека стать лидером. И она может меняться в течение жизни. И те люди, знаете, как в одном известном советском фильме, зато смотрите, какую я капусту. Если бы вы знали, какую я капусту выращиваю. Точно так же может быть человеком принято решение, что он хочет уйти в более глубокую экспертизу, а уже управленческие задачи передать более готовому на данный момент человеку. А вообще, вот какие реальные изменения происходят с участниками проекта? Удается ли вам потом, может быть с кем-то на связи? Может быть, они вам потом вот обратную связь дают, подходят, говорят, что им это дало? Ну, знаете, что касается этой программы, она у нас пока идет. И у нас финальный модуль пока нам предстоит в октябре. Безусловно, мы со всеми участниками на связи. У нас очень интенсивная межмодульная работа, проектная работа. Если мы говорим про те программы, которые уже завершены, безусловно, мы на связи с нашими выпускниками. И часть из них становится экспертами на наших новых программах, становится наставниками. Именно это позволяет вот такую экосистему преемничества формировать за счет образовательных программ. Здорово. А чем все-таки эта программа, этот проект образовательно отличается от других? Все равно же бывают разные. Мы знаем, что есть. Вот чем все-таки этот так специфичен и уникален? Честно, я бы сказала, что каждая программа в СЕНИ же специфична и уникальна. Что касается особенностей данной программы, у нас был очень серьезный отбор. Конкурс был больше, чем, пожалуй, в некоторые вузы. У нас было 17 человек на место. И все этапы отбора, и оценку, и мотивационное сообщение, и ассессмент прошли именно те люди, которые четко понимали, что они идут получать знания, чтобы их потом реализовывать в своих регионах и приносить пользу людям. Ну вот это одна из особенностей данного потока. Вторая особенность — у нас очень сильный отраслевой партнер, я уже говорила, в лице Ольги Сергеевны Кобяковой, безусловно, в лице ключевого экспертного заказчика, это Михаил Альбертович Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации. И вот в этой паре, в этой связке делать программу сложнее.
дольше, но она получается невероятно насыщенной, глубокой и интересной. И, главное, полезной. Вы вот уже к нам пришли в студию после того, как успели провести этап своего модуля. Расскажите ваши впечатления от участников, чем это запомнилось, удалось ли, может быть, где-то с кем-то построить диалог или вот как это именно происходило? Что выделите из того, что там рассказывали? У нас уже 3-й модуль. Мы с участниками познакомились в марте в Красноярске, когда приехали туда на 1-й модуль. Безусловно, мы уже знаем каждого, мы знаем, как они работают в командах, в проектных командах. Вы знаете, сегодня была радость встречи, что мы продолжаем, что мы снова двигаемся вместе. И такие ожидания, что же будет дальше. И более того, надежда, что через год мы будем вспоминать этот модуль, мы будем вспоминать всю программу, смотря уже на действительно изменения, положительные изменения для жителей регионов, которые представляют наши участники. Вообще, участники, как вы считаете, и даже те, кто приходит к вам, может быть, в мастерскую, вот, допустим, молодеет или нет? Потому что зачастую говорят, что молодежь, она другая. Обычно привыкли мы, что одно поколение сравнивает другое. Вот есть ли такое, что у современной молодежи вот это врожденное чувство, оно все больше и больше, они прям стремятся к лидерству. Такое замечаете или это не зависит от поколения? Наверное, я какую-то непопулярную вещь скажу, но я не считаю, что это зависит от поколения. В каждом поколении, в каждой эпохе есть люди, которые зачастую не благодаря, вопреки обстоятельствам, делают то, во что раньше люди не верили. Тот же Сергей Королев. Это же было невозможно, и в это никто не верил. И сегодня появляются молодые ребята, которые действительно достигают невероятных результатов уже в новых сферах, в новых отраслях и придумывают, создают эти отрасли. Поэтому я бы сказала, что те, кто готов повести за собой людей, те, кто готов идти на риск в неизвестное ради большего результата, они есть в каждом времени. Людмила Анатольевна, спасибо вам большое. Сегодня мы узнали о лидерстве и о формировании управленческих компетенций чуть больше. Я напомню, это была программа «Интервью». Оставайтесь на телеканале БСТ.